Что для вас значат горы? Вы думаете, это восхождение, прогулки или звук горной речки? Или горы – это загадочные места планеты, где вам еще только предстоит побывать? На самом деле все гораздо сложнее и интереснее. И началось это более 3 миллиардов лет назад. Твердая оболочка Земли двигалась, образуя горные хребты, впадины и материки. Мы сейчас ощущаем движение от 1 до 6 сантиметров в год, особенно во время землетрясений. Горы играют огромную роль в жизни планеты. Первое. Они климатические регуляторы, создающие для нас условия жизни. Второе – это источник пресной воды на Земле. Третье – это дом для богатого биоразнообразия. Ну и четвертое – жизнь почти половины населения Земли прямо или косвенно связана с горами. Самые длинные горы в мире – это Анды и Большой водораздельный хребет. А самые высокие горы – это Гималаи, Каракарум и Памир. Есть также горы в океане. Иногда они образуют острова, а коралловые рифы, их верхушки подводных гор, создающие уникальный морской мир и защищающие острова и их жителей от сурового океана. Рассмотрим 4 основные роли гор для жизни и как изменение климата влияет на них. Они удерживают влагу и формируют региональные климатические зоны, служат преградой ветрам. Изменение климата ослабляет эту роль гор, поскольку приводит к таянию ледников, снижению количества осадков, увеличению экстремальных погодных явлений, таких как наводнения, засухи, ветровалы. Для наглядности возьмем банку с водой. Здесь вся вода, доступная на Земле. А это пресная вода, но сюда также включены льды и подземные воды. И только 3 капли – это пресная вода, доступная нам в реках и озерах. Реки, как артерии Земли, постоянно несут свои воды, создавая оазисы жизни. Половина рек на планете берут начало в горах. Ледники – это дожди и снега, задержанные и замороженные горами. Они распределены на Земле неравномерно и занимают всего 11% всей суши. Мы живем в межледниковую эпоху, которая началась более 11 тысяч лет назад. С тех пор ледники стремительно тают, теряют массу. Есть статистика, что горы нагреваются в 2 раза быстрее, чем средняя температура планеты. Годовое количество воды в реках сначала будет возрастать из-за таяния ледников, но потом будет сокращаться из-за уменьшения размеров самих ледников. Возможно даже, что уже в ближайшем будущем часть рек будет пересыхать. Вот некоторые факты. Запасы снега и льда в Гималаях сократились на четверть за последние 40 лет. На вершине Килиманджаро площадь ледников сократилась на 85% за 20 век. Около 8 тысяч ледников в Китае растаяли за последние 50 лет из-за глобального потепления. Объем ледников, потерянный в Альпах за 2022-2023 года, такой же, как за период с 1960 по 1990. Глициологи – это ученые, изучающие ледники. Их профессия трудна и опасна. Вот результаты наших наблюдений. Так, за последние 70 лет ледники хребта Или-Алатау в Казахстане сократились почти на 50%. И уже к концу 21 века они могут вовсе исчезнуть. Жизнь в горах можно сравнить с жизнью многоэтажного дома. Каждый этаж – это своя экосистема. Здесь созданы условия всех климатических зон Земли на разных высотах. Эти зоны в горах называют высотными поясами. Чем выше в горы, тем холоднее и влажнее. Жизнь здесь находится в определенном равновесии, однако процесс изменения климата нарушает этот баланс. Границы высотных поясов смещаются вверх. Растениям и животным приходится приспосабливаться к новым изменившимся условиям, а последствия этого сразу не очевидны. Участившиеся катаклизмы, такие как лесные пожары и ветровалы, ведут к уничтожению локальных экосистем и высвобождению дополнительного углекислого газа в атмосферу, только усиливая парниковый эффект. Горы занимают около 24% поверхности суши, и в них проживает около 15% населения. Самая важная ценность гор – это пресная вода. Горы называют водными башнями мира. Они снабжают около 50% населения Земли пресной водой. Вода из гор используется для различных человеческих нужд.
Горы – это источник продовольствия, энергии и сырья. Около 30% гидроэлектроэнергии мира производится в горных районах. Из-за изменения климата и отсутствия ледников, что приводит к рискам дефицита воды, в скором будущем жизнь человечества может сильно поменяться. Участившиеся катастрофы, сели, оползни угрожают населению, живущему непосредственно в горах. Горы хранят огромные запасы углерода в почвах и лесах. Потеря лесов и ледников усиливает выбросы парниковых газов, создавая замкнутый круг: потепление, таяние ледников, меньше воды и лесов, еще больше потепления. Хочу поделиться с вами печальным опытом, который произошел в 20 веке на территории Казахстана. За 30 лет здесь исчезло целое море. Теперь здесь сухая пустыня, в песках которой остались корабли, как символы прошлой жизни. Аральское море – это не море, а бесточное соленое озеро в Казахстане. Арал назвали морем из-за огромных размеров и солености воды. Раньше это было 4-е по величине озеро в мире. Питали это море 2 реки – Сырдарья и Амударья, протекавшие по территории 4 стран. Они берут свое начало с ледников Тянь-Шаня. По пути к морю воду из рек использовали на орошение полей, и потребности эти росли, а Аральское море начало мелеть и отступать. Отступая, Арал оставил после себя 54 тысячи квадратных километров сухого дна, покрытого солью, пестицидами и ядохимикатами. Десятки тысяч людей остались без жилья и работы. В настоящее время воды рек доходят до Аральского моря лишь в период наиболее сильных весенних паводков. И ученые разных стран до сих пор изучают феномен исчезновения Аральского моря. Усыхание Аральского моря привело к резкому изменению климата в регионе. Эти локальные изменения накладываются на глобальные климатические изменения. Некоторые страны предпринимают попытки по сдерживанию таяния ледников. Интересен опыт ряда европейских стран и Китая по укрыванию ледников. Это помогло замедлить таяние на 50-70%. Другие инициативы включают создание искусственных ледников для локальных запасов воды. Они представляют собой ледяные башни высотой до 50 метров. Эти практики используются в Индии, Пакистане, Кыргызстане. Подобные меры работают и дают положительные результаты. Но на мировом уровне мы не сможем укрыть одеялами весь мир или нарастить столько льда, сколько теряют ледники на протяжении десятилетий. Это мировая проблема. Необходимо международное сотрудничество для мер по борьбе с изменением климата и адаптации населения к нему. Но вы уже сегодня можете внести свой вклад для улучшения ситуации. Для этого экономьте воду, выключайте свет, уменьшайте потребление пластика, сажайте деревья и поделитесь этим роликом с другом.